строительству Ленского моста в правительстве. Это вот, специально, собственно, под вас созданная должность. Давайте посмотрим, что жители думают о строительстве моста. Начальные работы уже начались по берегам, то есть насыпи эти дорожные. Но я жду сейчас, когда сваи будут забивать. Нас уже столько времени кормят обещаниями, что этот мост будет построен, но он так и не построен. И еще на самом деле неизвестно, когда он будет начат. Слухи ходили какие-то, то что будут брать оплату за проезд. Наверное, что платно, потому что окупаемость моста дорогая, поэтому я думаю, что он будет платным. Слышала, что планируется строить Ленский мост. Говорят же, быстро окупится. Но как это будет, конечно, не знаю. То, что проект готов, экспертизу проходит. Более 100 миллиардов, кажется, денег надо. Викторович, какое продвижение по итогам 2020 года получил проект строительства и когда начнется, собственно, строительство? Начну с того, что, конечно же, проект, который сейчас реализуется, об этом можно уже сказать, действительно реализуется здесь, в Якутске, на территории Якутии. Это грандиозный проект, это уникальный в своем роде проект, потому что по климатическим, гидрологическим, по условиям вечной мерзлоты и прочим условиям нет аналогов в мире такому проекту, как Ленский мост. Еще бы хотел отметить, что должность, конечно же, создана не специально под меня, а в силу определенных причин. Я здесь сегодня нахожусь и буду заниматься по решению главы республики этими вопросами. Вот я посмотрел то, о чем сегодня наши жители вот сейчас высказались. Действительно, вот все высказывания, они абсолютно справедливы, все до одного. И даже то, что вот молодой человек сказал, уже известно людям о том, что первый этап строительства, проектирования и строительства уже в работе. Весь проект разбит на два этапа. Первый этап – это подготовительный этап, который включает в себя проектирование временных причалов, площадок для размещения городков, временных дорог, вынос сетей, подготовку земельных участков. Этот первый этап уже сегодня реализован в проектном исполнении и загружен в главгосэкспертизу. Мы ожидаем положительного решения главгосэкспертизы в марте месяце. Это все уже позволяет сегодня приступать на территории к производству подготовительных работ. Это очень серьезный и важный этап. И вот что очень важно, такие реперные точки, на которые опирается проект, и которые позволяют уже говорить о том, что двигаться вперед мы можем, должны, обязаны. Это, конечно же, и концессионное соглашение, которое в феврале 2020 года было подписано, и проект финансирования. Был подписан трехсторонний договор со Сбербанком на сумму 25 миллиардов. Это подписание состоялось в декабре месяце. Конечно же, я буду говорить об этом отдельно. Мы должны понимать, что и федеральный грант, федеральное финансирование – это тоже вопрос решенный. Сегодня только доводятся уже механизмы, дошлифовываются механизмы доведения, формы, сроки. И, в принципе, сегодня мы уже в такой достаточно высокой стадии готовности для того, чтобы приступить к реализации этого проекта. Вот так. Ну, понятно, что проект большой и сложный, но вот вы, как инженер-строитель, можете простыми словами объяснить, что будет представлять из себя мост? То есть где он начинается, где заканчивается, сколько полос для движения транспорта, какая у него длина, какой поток транспорта он сможет принять? Действительно, так сказать, если простыми словами и понятными, без излишних витиеватостей объяснить, это уникальный проект, как я сказал, в силу особенностей нашего региона, климатических и гидрологических, потому что река Лена – это очень серьезная река, как говорят, река с характером не только
По преданиям и по нашим пониманиям нас, простых людей, но и по всем гидрологическим, инженерным и руслопоточным расчетам, это серьезные вопросы, связанные с торосообразованием. Местные жители все это понимают и знают, но это все имеет под собой очень серьезные расчеты, математические, физические модели. Вот сегодня готовятся этих всех процессов. Как я уже сказал, климатические очень серьезные условия. И тем не менее, это проект, который сам линейный объект протяженностью 14 километров, с 2 развязками по обеим берегам. Со стороны поселка Старая Табака, город Якутск, это примыкание к трассе у нас, нашей региональной трассе. Со стороны правого берега это стыковка к трассе, федеральной трассе А360 Лена. 2 развязки, как я уже сказал, по обеим сторонам реки будут выполнены в рамках этого проекта. Само полотно моста это 3,1 километр. 3-пилонный вантовый мост. Самый высокий пилон, так чтобы было понимание, 274 метра высотой. Длина пролета 840 метров каждого пролета. И здесь, наверное, нужно будет сказать, особо остановиться на том, почему именно такой проект выбран, потому что очень много вопросов поступает. Это, конечно же, сегодня вантовая конструкция моста, она наиболее оптимальна и представляет сегодня наименьшую, оказывает наименьшее влияние на торосообразование в силу того, что всего 3 пилона будет расположено в русле реки и большие пролеты по 840 метров. То есть это именно с нашим ледоходом связано? Конечно, это связано именно с этим, потому что, как я вот в начале разговора, может быть, несколько сумбурно объяснил, но хочу заострить внимание, что у нас климатические условия и льдообразование, и торосообразование на реке Лена, оно имеет очень серьезный характер. По всем расчетам, это единственная река, где у нас толщина льда достигает до 2,5 метров. Это очень серьезно. А площадь торосов, которые во время весеннего ледохода имеют подвижности, начиная свое, в общем, сплошное движение, от 300 до 500 метров достигает. Вот такие, сказать, огромные торсионные ледяные поля, они должны, конечно, организацию русла потока и, еще раз говорю, вот, паводковые ситуации. Вот, самый оптимальный вариант сегодня, который рассчитывается, это вантовый мост 3-пилонный. Который 14 километров, вы сказали, длина моста, а ширина русла там порядка 8 километров, если я не ошибаюсь. Значит, там ширина более 2 километров, чуть более 2 километра 400 метров непосредственно будет сказать, полотно моста вот, по пересечению реки с Табагинского мыса в сторону Хаптагая. Да, и кроме того, вот в этом же проекте будет предусмотрено еще 3 небольших моста. Это с левой стороны в районе Табаги, Старой Табаги. 2 будет небольших мостовых перехода через протоки. И Хаптагайская протока будет тоже перекрыта мостовым переходом. Не пересыпана, как об этом многие говорят, именно перекрыта мостовым переходом с возможностью перетекания воды, так сказать, под мостом. Ну, чтобы обеспечить сплошное движение. В том числе и во время паводкового периода. Это очень важно. Моменты, которые обсуждались, пересчитывались, и все-таки вот такие решения были приняты. А сколько полос будет в одну сторону? Двухполосный мост, не категорийный двухполосный мост. Пропускная способность его по максимуму расчета это до 6 тысяч автомобилей в сутки. Что еще нужно такое отметить? Вантовые конструкции, но на них, наверное, да, вопросов тоже много, мы можем остановиться чуть более подробно. Ну и, конечно же, каждая конструкция пилона будет снабжена еще, будет работать как ледорез. Это тоже очень важно отметить. То есть специально проектируется это? Так проектируется, так будет конструироваться, таким вот образом. Весь проект рассчитан с окончанием в 2024 году. А сейчас из-за коронавируса не задержались работы?
Вы знаете, коронавирус в нашей стране приучил многие организации, многих, особенно проектировщиков. Я вот по месту предыдущей работы тоже, мы сталкивались с работой с проектными институтами, в том числе и в условиях коронавируса. Сегодня уже этот опыт имеется, и наши проектировщики абсолютно спокойно отрабатывают и дистанционно, и работая, так сказать, во всех тех параметрах, которые необходимы, несмотря на коронавирус. То есть у нас сегодня вот с этим таких серьезных проблем мы не столкнулись, мы прошли эти вопросы. Вы наверняка, когда готовились, знакомились с объектом только, слышали, что рассматривались разные варианты, да? Говорили про тоннель, то есть мы про этот мост очень давно обсуждается проект. Был вопрос о тоннеле даже, был вопрос о совмещенном мосте автомобильно-железнодорожном. Вот почему все-таки сейчас остановились на том, что мост будет чисто автомобильным? Вы знаете, все проекты, в том числе и тоннель, и совмещенный мост, они, конечно же, имеют право на существование, они обсуждались, но нужно быть реалистами. Нужно быть реалистами. И сегодня мы стоим на пороге больших серьезных событий и большой работы, связанной с развитием наших арктических территорий. Сегодня президент Российской Федерации большое внимание уделяет развитию Севера, и это должно осуществляться в реалии сегодняшнего дня. А если говорить о железнодорожном сообщении, то это перспектива не сегодняшнего и пока не завтрашнего дня для того, чтобы мы могли, так сказать, тратить сегодня большие средства для того, чтобы закладывать железнодорожный мост, не имея дальнейшей логистики железнодорожной. А это вот я вас просто на минутку, чтобы люди наши тоже понимали, если мы сегодня даже просто закладываем конструкцию под будущее железнодорожное полотно, это удорожание проекта будет в 1,5 раза сразу. Если возникнет такая необходимость и в будущем, они, конечно, наверное, и российские железные дороги будут вовлечены и будут заниматься развитием железнодорожной инфраструктуры, то это ничего не мешает, значит, вернуться к этому проекту. И в том числе, кстати, железнодорожный мост, железнодорожный переход можно сделать и в туннеле. Вот там он будет намного эффективнее, чем автомобильный, потому что если я так отвлекусь немножко, нашим телезрителям будет, наверное, интересно просто, так сказать, узнать такую информацию. Если заниматься проектом туннеля, да, то мы сразу сталкиваемся с целым рядом очень серьезных вопросов, которые делают этот проект более тяжелым. Это длинный туннель с двухполосным движением будет требовать очень серьезной системы и вентиляции, потому что достаточно длинный будет переход, и это безопасность движения, это дополнительные места для аварийного съезда. Это, кроме того, мы с вами понимаем, что в этом месте река Лена с двух сторон очень серьезные, очень большие площади имеют подтопления. И поэтому и тоннель, соответственно, должен быть растянут и иметь выходы совсем в других точках. Ну, то есть вот такой целый ряд вопросов, который делает более громоздким вопрос, связанный с реализацией туннельного перехода в части автомобильного движения. Мы работаем в прямом эфире, и вот на WhatsApp уже приходят вопросы. Гарантия на Ленский мост сколько, спрашивает один телезритель. А второй спрашивает уже, как можно устроиться молодому человеку на строительство моста, куда обращаться. Значит, проектный расчет моста, гарантийный проектный расчет рассчитан на 83 года. На 83 года рассчитывается. Потому можно понимать, что такой обозримый срок. Ну, конечно же, конструкция работает намного дольше, таких примеров в мире много. Но вот те моменты, которые уже потом будут возникать и требовать более пристального внимания, связанные с ремонтами, капремонтами, исследованиями, возможными какими-то, это вот такой период примерно. Мы с вами, когда смотрели первый опрос, жителей интересовало, будет ли проезд платным или бесплатным. Вот все-таки... Да, Ирина, я еще отвечу и на следующий вопрос по трудоустройству. Это тоже вопрос не праздный. Вот, строительство моста даже вот на первом этапе подразумевает присутствие и участие на строительной площадке до 500 рабочих.
У нас с нашими партнерами заключено соглашение, согласно которому партнеры обязуются порядка 70 до 70% привлекать наших рабочую силу, нашу республиканскую, наших жителей. И это правильно, это очень важно для нас, как для республики. Это удобно, в принципе, и для наших партнеров должно быть. Поэтому здесь вот такие вещи у нас предусмотрены. Нужно сейчас у нас готовиться со стороны наших подрядчиков, партнеров, предложения по количеству и по перечню специальностей, рабочих специальностей, инженерных специальностей, те, которые будут востребованы. И мы сегодня отработаем в правительстве по заданию нашего главы Александра Сергеевича, мы отрабатываем возможность организации дополнительных краткосрочных курсов для того, чтобы люди по этому перечню могли прийти на учкомбинаты, приходить, получать дополнительное образование, получать какие-то сертификаты, которые бы им позволили потом претендовать на то, чтобы быть принятыми на работу, потому что объект важный. Здесь, конечно же, будут нужны в том числе и высококвалифицированные специалисты рабочих профессий. Это вот что касается приемки на работу. Что касается... То есть этим вопросом мы будем заниматься. И сегодня есть даже еще, хочу дополнить, перечень наших предприятий республиканских, тех, которые работают на территории республики, те, которые зарекомендовали себя как добросовестные подрядчики. Они сегодня, этот перечень находится у наших партнеров, он будет отрабатываться, и мы очень рассчитываем со стороны правительства, что все-таки опираться в том числе и на наши трудовые ресурсы, и на наш потенциал промышленный, строительный, будут наши партнеры. То есть это работа ведется. То есть, будут рабочие места, получается, соответственно. Конечно. Ну вот я вам общую, так сказать, такую картину по первому этапу нарисовал, но в целом мы, так сказать, видим ее, конечно, если на втором этапе увеличения рабочих по расчетам более до 1200 человек, то, конечно же, это достаточно приличный такой потенциал для приема на работу. Вот давайте закроем все-таки тему, платный или бесплатный будет проезд. По всем нормативным актам, которые у нас сегодня существуют на территории Российской Федерации, проезд для легковых автомобилей и пассажиров будет абсолютно бесплатный. Это факт. То, что касается взимания платы за проезд грузовых автомобилей, этот вопрос будет, конечно, рассматриваться ближе к окончанию строительства. Все эти тарифы будут доведены, все будет, значит, абсолютно прозрачно и обсуждаемо. И это вот достаточно гармоничная будет схема, которая позволит, в принципе, все-таки и людям, жителям нормально пользоваться. Я, кстати, хочу обратить внимание, у нас не прозвучала цифра, но с вводом моста мы должны понимать, что транспортная доступность возрастет с сегодняшних 20% до 83-90%. Это все-таки для жителей республики, да, в принципе, для тех, кто хотел бы посетить республику. Сегодня у нас очень мобильный народ в России, и автопутешествие это вообще, так сказать, сегодня абсолютно стало абсолютной нормой. Вот такая статистика. Давайте, кстати, посмотрим, какую пользу видят жители республики от строительства моста в его появлении. Наш корреспондент спросил, нужен ли Ленский мост и почему. Я думаю, что Ленский мост все-таки нужен, потому что будет нормальная возможность выехать за пределы людям в зимний период, в летний период. Плюс, мне кажется, наладится какой-то товарообмен между регионами и будет намного проще. Возможно, упадут цены на продукты. Да, конечно, нужен. Ездить на ту сторону постоянно, если что. Конечно же, нужен. Логистика наладится, логистика станет для жителей проще. То есть, доступность станет. Для автомобилистов, конечно, будет полезен, да, которые ездят между районами, ездят для перевозки грузов, большегрузов, да. А так, если он будет платный, он совсем не нужен. Если требуется, чтобы он был платный, то пусть будет платный, потому что все-таки удобнее без очереди проехать. По 2 месяца в году нет дороги совсем,
И очень дорого это стоит, вот так вот. И летом то же самое, на самом деле это очень тоже дорого стоит. Конечно, нужен он нам. Зачем эти паромы каждый раз за них платить? Я считаю, что нужен очень. Ну, я думаю, что мост, конечно же, нужен. И хорошо было бы, если он был бы бесплатным. Для удобства нужен, чтобы не ждать вот эти вот переправы, вот эти вот паромы. Нужен мост, обязательно нужен. Ну, северные улусы поставлять, и нам в Якутию вообще товар поставлять как? То есть транспортная логистика гораздо дешевле же будет, чем самолетом. Я думаю, нужен. Мне кажется, это будет проще, во-первых, летом передвигаться. Можно чаще ездить на ту сторону. Конечно, мы из речных улусов. Нам, конечно, интересно и надобно бы, конечно, да, но с не очень большими затратами, чтобы нам этот мост построили. Было бы хорошо, было бы. Проще было бы жить. Да и людям ехать постоянно туда-сюда. А вообще Заречь-то тяжело. Я даже не знаю, ребята, честно вам скажу. Пока, наверное, есть какие-то другие проблемы, чем мост строить. Ну, я считаю, Ленский мост нужен, так как переправа все-таки нужна была. Сами живем в этом Заречном улусе, поэтому нам очень необходимо. Очень даже нужен. Как без моста. Я с детства мечтаю, чтобы мост построили. А мне 68. Вот, видите, с детства мечтаю, чтобы мост построили. Все-таки все сходятся в мнении, что мост нужен. Что же все-таки республика получит от строительства моста? Республика на самом деле получит очень много. Это серьезный инфраструктурно-связующий элемент. Это, как я уже сказал, транспортная доступность повышается в разы, в десятки раз, с 20 до 83%. Это, конечно же, экономия по северному завозу, по бюджетной экономии, по вложению средств республиканских. Это более 4 миллиардов будет чистой экономии. Косвенный мультипликативный эффект рассчитывается до 200 миллиардов. Это, в принципе, те процессы, которые связаны с возможностью для бизнеса, с получением доступной логистики, транспортной доступности. Вообще сложно переоценить этот проект. Вот здесь кто-то из жителей сказал, что проблемы и другие есть. Они всегда будут, но такой колоссальный проект, он и является еще и очень престижным для всей республики, для Якутска, для Якутии, потому что мост просто поведет уже республику совсем в другое измерение. Уйдут вот эти все системы с ледовыми дорогами, с переправами паромными. Да, она нужна, это все вещи, которые имели место быть. Но мост – это уже дорога в будущее. И действительно, вокруг вот этого проекта, поверьте, через годы, через десятилетия будет концентрироваться огромное количество позитивных решений, которые уже будут потом на эту ось наслаиваться. И архитектурных, и промышленных, инфраструктурных. То есть это такое системообразующее сооружение. И, конечно, сегодня глава республики, прилагая огромные усилия для реализации этого проекта, смотрит в будущее. И те люди, которые поддерживают проект, те жители Якутии, они, конечно, абсолютно правы. Это, не побоюсь этого слова, взгляд в будущее уже, движение вперед. То есть, по сути, у нас появится прямая трасса с Иркутска на Магадан. Вот. Конечно. А если говорить о движении, условно говоря, в Новосибирск, то я просто для сравнения возьму, это цифры, это на 1000 километров сокращается движение. Конечно, это совсем уже другая логистика и совсем другие системы связи транспорта. Вот еще один вопрос пришел на WhatsApp, вопрос Бердникова. Зачем создается дирекция строительства и чем она будет заниматься? Дирекция – это орган управления, который возьмет на себя целый ряд функций. Во-первых, консолидация работы правительственных ведомств, министерств, которые вовлечены в этот процесс. Значит, часть полномочий будет делегирована дирекции. Это, конечно же, контрольные функции. Это, значит, очень серьезная работа, которая и после реализации проекта будет возложена на дирекцию по содержанию, по эксплуатации, по взаимодействию со всеми структурами, которые будут вовлечены в этот процесс. Работа, которую
сложно переоценить, и я надеюсь, что мы подберем достаточно квалифицированные кадры сюда, в эту дирекцию. И даже, я вот хочу отметить, не везде это используют, но мы здесь в республике приняли такое решение, что при дирекции мы еще создадим общественный совет из людей заслуженных, из тех, кто ранее принимал участие в строительстве дорог, мостов в нашем регионе, в Сибири, вот в таких вот условиях сложных. Это люди, которые опыт и знания которых тоже пригодятся, пусть даже, так сказать, вот в таком формате, это тоже будет иметь место быть здесь. Тоже в компетенцию дирекции это все включено. То есть работы будет очень много. Это будет такой централизованный, серьезный орган по управлению всеми процессами, в том числе и вот на нынешнем этапе, на этапе проектирования и перехода в этап строительства с последующей эксплуатацией, повторяю. А вы читаете критические статьи? Много в последнее время часто пишут, что якобы это строительство может лечь там тяжелым грузом на республиканский бюджет, что федерального финансирования вдруг не будет. Ну, я не люблю читать критические статьи. Я стараюсь понимать, что людей волнует, да, что статьи. Статьи читать только настроение себе портить и время тратить. А вот что касается финансирования, и глава республики заявлял, и я вот сегодня хотел бы тоже проинформировать наших жителей, что финансовая модель, которая была предложена, анонсирована, и в рамках которой мы сегодня ведем работу, она не меняется, она сохраняется. То есть нагрузка на бюджет республики сегодня распределена таким образом, это 6,4 миллиарда рублей, которые будут разделены по годам, это наше участие республиканское в проекте. Все очень гармонично и очень, так сказать, разумно разложено и синхронизировано. Никаких излишних нагрузок на бюджет не предусматривается. То есть 6,4 это республиканская доля, а стоимость проекта порядка 80. Миллиарда, 83,4, да, точнее, то есть 49 меньше миллиардов 10%. это федеральное софинансирование, как и было заявлено. И 29 миллиардов – это вложения, привлеченные, да, внебюджетные средства. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Это из деревни Старая Табага, Лобанов беспокоит. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему мост запроектирован двухполосной, хотя строение его продолжительность почти на 100 лет, а не 4, на перспективу, чтобы хотя бы. Вот это. Почему так он слабый, на 2 полосы всего? Спасибо. Вопрос понятен, отвечу на него очень просто. Вот смотрите, 2 полосы движения – это расчетная пропускная способность, которая нашими проектировщиками выведена из потока, существующего, из потребности и из перспективы наращивания этого потока на период до 2043 года. Поэтому никаких пока сегодня предпосылок к тому, что этот мост не будет справляться с нагрузкой, пока нет таких предпосылок. Но и не забывайте, можно заложить, конечно, и 4 полосы с перспективой, но если такой расчетной пропускной, если такого трафика расчетного не будет, это слишком большое удорожание и проекта, и вот как раз это будет излишняя нагрузка и на бюджет республики, и на федеральный бюджет. То есть нет сейчас такой необходимости говорить о 4-полосном движении. Спасибо за ответ. Дмитрий Викторович, вы занимаете свой пост 16 ноября 2020 года, если я не ошибаюсь. Но это не первая ваша высокая должность. Вот по личному опыту, сколько требуется времени, чтобы вникнуть в задачи на новом посту, тем более в другом регионе? Честно ответить? Честно. Времени требуется ровно столько, сколько тебе ее поставит руководитель. Сколько тебе его даст руководитель. Это так, между нами. Отлично. Вы 5 лет были мэром Иркутска, более полугода занимали пост первого заместителя губернатора Иркутской области, и на этот период пришлись 2 больших наводнения в Тулуне и других населенных пунктах Иркутской области, и велось активное восстановление под вашим началом вот этих районов после стихийного бедствия. Работы провели в короткие сроки, в Тулуне возвели жилые дома для пострадавших
построили инфекционное отделение, горбольницу, школу, другие объекты. И вот вашу работу, то есть властей Иркутской области и команду губернатора, куда вы входили, высоко оценил президент России Владимир Путин. Что помогло вам быстро справиться вот с этими последствиями наводнения и как этот опыт, может быть, работы в критических ситуациях может быть применим в Якутии? Да, рецепт очень простой. Может быть, у кого-то есть другие рецепты. Я других для себя не вижу. Это, конечно же, желание выполнить поставленную задачу и ответственность. Способность мобилизоваться и мобилизовать тех, кто вместе с тобой пришел выполнять задачу. И вот в таких условиях все происходит достаточно просто. Попутчики, те, которые не хотят или случайно попали, сказать, в этот поток, они сами отходят. Остаются люди, которые хотят решать задачу, которые способны решать задачу и которые все-таки доводят дело до победного конца. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, мы в эфире. Так, сорвался, видимо. Задавайте вопрос свой. Нету связи, да, но бывает такое время прямого эфира. В интервью одному иркутскому изданию вы сказали: критиковать всегда легко. Когда я критикую и делаю это жестко, всегда стараюсь объяснить, как лучше делать. Как говорили в пионерском детстве, критикуя, предлагай. А вот за то время, что вы работаете в Якутии, уже приходилось кого-то резко критиковать? Вы где это прочитали? Мы про МОЗ закончили? Да, некого критиковать нужно пока. Для того, чтобы начать кого-то критиковать, нужно начать работать. Слишком мало времени прошло. Мы только в начале пути, нужно с себя начинать, а потом уже будет видно. Я знаю, что вы вакцину поставили от коронавируса. Да. Как себя чувствуете? Замечательно себя чувствую. Поставил вакцину и хочу сказать, я уже и в своих соцсетях обращался, вакцинироваться нужно. Это наша общая задача, такой общий наш вклад все-таки в победу над этой бедой, которую называют коронавирус, над этой проблемой. И не вижу никаких проблем, не вижу никаких отклонений. Работаю, веду активный образ жизни и слушаю врачей. И также тренировки продолжаете в том же режиме? Да. Также в том же режиме. Вы, кстати, как часто занимаетесь, один или с инструктором? Ну, я нахожусь уже в том блаженном возрасте, имею такой опыт, что, собственно говоря, мне инструктор-то и не нужен. Вы сами можете при желании инструктором выступить. Могу дать какие-то советы, кому-то всю свою жизнь занимаюсь, но все, кто меня знает, я уже так вижу и жители Якутии, с моей биографией ознакомились. Я из спортивной семьи, сам, сколько себя помню, занимаюсь спортом, так что какие уж инструкции. Вот, кстати, про Инстаграм заговорили, ваш логин до сих пор остался Бердников ИРК. Почему вы его не поменяли на Бердников ЮКТ? Логин свободен, мы проверяли. Вы знаете, вы этот вопрос очень удачно поставили. Мы про спорт заговорили, и вот вы сразу мне об этом спросили. Ну, уже тренировки в Инстаграме я очень легко посмотрели. и очень быстро отвечу на вопрос. В спорте говорят, что есть такой термин постоянство, это признак мастерства. Поэтому, наверное, ко мне бы несерьезно относились, если бы с каждым переездом логин менял у себя в сетях. Ну, пусть будет Бердников. Ведь важен для моих подписчиков и для тех, кто заходит в мой Инстаграм, я сам, а не то, что написано. А у вас только в Инстаграме профиль есть или в других соцсетях тоже? У меня в разных соцсетях есть профили, поэтому пользователям, даже скажу по секрету, в Одноклассниках тоже есть. До сих пор есть профиль, и я как-то его не закрываю. Тоже стараюсь как-то там для тех, кто заходит на мою страничку, информацию какую-то размещать. Поэтому, кстати, пользуясь случаем, я хочу всем сказать, что если сегодня кто-то не дозвонился или на какие-то вопросы мне ответили, и работа впереди предстоит серьезная, обращайтесь, заходите в мои сети, задавайте вопросы. Я на те вопросы, которые смогу ответить, конечно же, дам обязательно ответ. На те, которые вопросы не касаются моей компетенции, постараюсь моим коллегам переслать.
эти вопросы. И сейчас посмотрю, каким образом мне активизировать странички, чтобы информировать и жителей Якутии в первую очередь, и тех, кто живет в других регионах, в соседних регионах, моих земляков из Иркутска, о нашей работе. То есть мы будем вести, так сказать, какие-то, наверное, такие более информативные программы. То есть личные сообщения вы читаете? Конечно. Конечно. Читаете, отвечаете. Вы мотоциклист. В Якутске у вас есть мототранспорт? Если есть, то когда планируете открыть сезон? Или еще не успели в Якутск? Я в Якутск приехал как раз вот, когда наступили самые морозы. Поэтому, честно говоря, даже не задумывался о мототранспорте, но я думаю, что здесь, и я знаю, что здесь есть тоже люди, которые увлечены этим, живут этим, я обязательно с ними познакомлюсь. Тут есть байкерский клуб, и даже не один, видите, есть ночные волки, есть еще. Ну вот видите, конечно, обязательно с ребятами познакомлюсь, пообщаемся, если будет время, почему нет. Ну вот как раз про мороз вы писали в Инстаграме, опять же, у себя о прогулках в минус 46. Как вы часто гуляете пешком и сколько длится прогулка? Я стараюсь каждый день ходить пешком, минимизировать там поездки на машине, конечно, это не всегда получается, но каждый день стараюсь ходить пешком. Скажу без кокетства, я сибиряк, и морозы меня не смущают, а тем более, когда хорошая теплая одежда, вообще никаких проблем в этом не вижу. Так что хожу и советую всем остальным. И знаю, что и вижу, что и здесь в Якутске люди, и даже скандинавской ходьбой в морозы увлекаются. Все в порядке. Нет плохой погоды. 2 января вы искупались в Байкале, а в Лене когда планируете искупаться? Надо найти время, найти место, где можно искупаться. И, конечно же, обязательно будем купаться и в Лене. И найти единомышленников еще надо, кто здесь. Ну вот в купель не окунались на крещение? В купель на крещение не окунался, но в Лене обязательно искупаюсь. Ну что ж, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам за беседу, за информацию о строительстве из первых уст, за вопросы. Я, Ирина Ефимова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Требуются специалисты на строительство. Вахта в городе Санкт-Петербург.